эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале об основных темах этого выпуска. Дальний Восток лидирует по числу чрезвычайных ситуаций в стране, в связи с чем полпред Юрий Труднев поручил минимизировать нормативные препятствия. Республика готовится к предстоящему прохождению паводка и пожароопасному сезону. Наиболее вероятное образование заторов льда прогнозируется на реках Лени, Алдан и Колыме. Специалисты якутского семейного МФЦ впервые провели выездную работу в поселке Жатай. У местных жителей появилась возможность получить консультацию от сотрудников. В историческом парке «Россия. Моя история» развернулся фестиваль. Это площадка, где школьники и студенты могут пройти собственный путь в цифровую индустрию. Сегодня, в честь Дня единения народов России и Беларуси, на телебашне Якутска включат праздничную тематическую подсветку. Сооружение окрасится в цвета российского триколора. Дальний Восток лидирует по числу чрезвычайных ситуаций в стране, в связи с чем полпред Юрий Труднев поручил минимизировать нормативные препятствия, мешающие регионам оперативно ликвидировать последствия природных катаклизмов. Для этого подготовлены поправки в ряд законов, включая акты о недрах, об автомобильных дорогах и об организации местного самоуправления. Также планируется провести комплексный аудит и актуализацию устаревших технических регламентов и стандартов с учетом современных вызовов. Мы договорились о том, что все права по, скажем так, приостановке действия тех или иных нормативных актов правильно предоставить Министерству чрезвычайных ситуаций, прописать это в законодательстве и, в общем, обеспечить то, что мы и обязаны обеспечивать, то есть безопасность граждан Российской Федерации в любых условиях. Продолжается подготовка к безопасному прохождению весеннего половодья. Особое внимание уделяется мониторингу гидрологической обстановки. В период весеннего половодья будет задействовано порядка 206 гидрологических постов, включая постоянные и временные пункты наблюдения. Для координации действий органов управления оперативного реагирования планируется привлечь 113 оперативных групп, в том числе 38 групп федеральных органов исполнительной власти. По прогнозам синоптиков, сложившиеся гидрометеорологические условия дают основания предположить, что вскрытие рек в республике следует ожидать в сроки, близкие к норме, с отклонением в сторону более ранних на 3-5 суток. Ну а готовность Ленского района к предстоящему прохождению паводка и пожароопасному сезону оценила рабочая группа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Якутии. Делегация провела осмотр сил и средств районного звена. Подробности о проверках далее. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности посещает Ленский район для оценки готовности в начале апреля. Традиционно визит начался с осмотра сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС. Участие в нем принимают ведомства, предприятия и организации, которые могут быть привлечены к проведению аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. В их числе МЧС, МВД, Служба спасения, Роспотребнадзор, ЦРБ, крупные предприятия и другие организации, у которых имеется тяжелая техника. Состав сил и средств на случай чрезвычайной ситуации. Фронтальный погрузчик – 1 единица, экскаватор – 1 единица, автомобили грузовые – 2 единицы, личный состав – 75 человек. Функциональные обязанности в период чрезвычайного положения – это создать резерв спецтехники и автотранспорта для возведения необходимых гидротехнических сооружений, организовать обследование и обеспечить полную готовность дамбы для пропуска вод. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Александр Никифоров высоко оценил готовность Ленского района к выполнению необходимых мероприятий при возникновении чрезвычайных ситуаций. По сравнению с другими муниципальными районами, в котором я сам побывал и тоже участвовал в осмотре готовности, можно сказать, что в Ленском районе сил и средств предостаточно, в том числе и по тяжелой технике, и по автотранспортным составляющим. Есть автобусный парк, соответствующий для эвакуации населения, который предназначен и имеет соответствующие уже готовые планы эвакуации и маршруты движения, если такое будет возникнет случай. На сегодняшний день продолжается подготовка к паводкоопасному сезону. Готовятся пункты временного размещения. Заключены договоры на установку гидропостов. Создан резерв материально-технических и финансовых ресурсов.
Общий объем зачернения составляет 81 гектаров. На сегодняшний день расчищено от снега и торосов 69 гектаров и зачернено 24 гектара. Предварительный прогноз по вскрытию реки и ожидаемым уровням будет выпущен Гидрометцентром 16 апреля. На участке от Витима до Нюи толщина льда ниже нормы, но на участке от Витима до города Ленска получается, что толщина льда выше прошлогодних значений. По снегозапасам, также которые произвели специалисты гидромедслужбы, на 31 марта получается, что в Ленском районе снегозапасы превышают норму незначительно от 10 до 30%. Вскрытие реки на территории республики ожидается в первой декаде мая. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Власти Якутии распределили 101,5 миллиона рублей на субсидирование внутрирайонных авиаперевозок в отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Эти средства направлены на поддержку авиакомпаний, выполняющих жизненно важные рейсы в период межсезонья, когда из-за отсутствия дорог наземное сообщение с селами становится невозможным. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики отметили, что текущий объем финансирования покрывает лишь часть реальных потребностей. В планах ведомства возобновить межрайонные арктические маршруты и увеличить количество социально значимых направлений. Координационный центр Республиканского штаба «Вместе к победе» и Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса во взаимодействии со службой спасения Якутии продолжают работу по обеспечению участников СВО. Среди грузов дополнительная техника, оборудование и снаряжение для решения боевых задач. На этой неделе в зону СВО было отправлено 3 единицы техники, а также адресные посылки. По пути будет также взят груз из Алдана. Адресные посылки и гуманитарная помощь принимаются по адресу Бестужева-Марлинского 5/1 волонтерской организации «Якутия с тобой». Также хотим отметить, что есть пункты приема адресных посылок в городе Алдан и Нерингри. При содействии авиакомпании «Якутия» полярные авиалинии в зону спецоперации направляются делегации муниципальных образований и профильных министерств. В данное время с гуманитарной миссией находятся делегации Мегина-Кангаласского, Усть-Алданского, Намского районов. В Якутске отметили День гражданского активиста республики. В молодежном центре «Патриот» собрались общественники, волонтеры и добровольцы, которые ежедневно вносят вклад в развитие региона и поддержку гражданских инициатив. Тему продолжит моя коллега Лилия Бурцева. Сегодня в зале собрались те люди, которые не остаются в стороне и меняют жизнь вокруг себя. Именно благодаря их инициативам появляются и реализуются важные социальные проекты. Лучших активистов и общественников отметили наградами, в том числе победителей конкурса Фонда президентских грантов. Да, мы получили президентский грант президентского фонда культурных инициатив на реализацию данной инициативы. Первый фестиваль он прошел в 2024 году, и по результатам он оказался очень успешным. Было более 15 тысяч посетителей. Впервые в Якутию мы привезли издательство из Москвы. И в этом году с 23 по 26 июня фестиваль пройдет в еще более масштабном формате. А на данный момент уже у нас зарегистрировано более 20 издательств. Приедут именитые писатели, кинопродюсеры, иллюстраторы, а также архитекторы. И этот проект, этот фестиваль, он станет площадкой для того, чтобы обмениваться опытом, чтобы улучшить работу по переводческой деятельности в сфере литературы и, конечно же, создание культурной экосистемы в регионе. И мы будем говорить о том, как транслировать литературу, культурный код наследия через архитектурные проекты, среду и урбанистику. Многие начинают свой путь в общественной деятельности еще в школе или университете. Со временем это перерастает в серьезную работу и желание приносить пользу обществу. Активисты уверены, такие инициативы формируют ответственное и неравнодушное поколение. Я считаю, что каждый человек, который становится студентом, он проживает свою яркую маленькую жизнь, и действительно это время следует провести очень насыщенно, полезно для себя, развивая для себя разные навыки, развиваясь всесторонне, помогая своей родине, своему родному городу, родной республике. И каждый человек, который является активистом, это человек с большой душой, с щедрым сердцем и действительно тот человек, который является патриотом.
Сегодня вклад активистов трудно переоценить. Они помогают там, где особенно нужна поддержка. Волонтеры участвуют в социальных, культурных и благотворительных проектах, объединяя людей вокруг общих целей. Именно благодаря их работе в республике реализуются значимые инициативы. Сегодня отмечается этот день не просто так, потому что это те люди, которые непосредственно помогают людям нашей республики, до тех моментов доходят, до которых правительство не смогло дойти на сегодняшний день. Поэтому день очень важный, и я думаю, очень приятно то, что мы сегодня таким коллективом, таким составом собрались. Торжественное мероприятие завершилось, но работа активистов продолжается каждый день. Участники подвели итоги и наметили новые проекты и направления. Именно с таких инициатив начинается развитие сильного и неравнодушного общества. Лилия Бурцева, Иван Саракаумов, Якутск. Добровольческое движение женщин-матерей Республики Тепло.ру готовит обмундирование бойцам в зависимости от погодных условий в зоне боевых действий. Сейчас шьют летние хлопчатобумажные костюмы, футболки, рубашки, шляпы-панамки и шорты. В волонтерском цехе работают, кроме пенсионеров, еще и специалисты различных сфер жизнедеятельности. Они в свободное время приходят в швейный цех и до позднего вечера шьют одежду, так как всех объединяет одно – искреннее желание помочь участникам СВО. Летний вариант обмундирования мы перешли. Мы придумали новый костюм такой, шортик с такой рубашкой, хлопчатобумажный зарочный материал специальный, чистый хлопок, из чистого хлопка состоит, в общем, очень удобная, она крепкая, ткань крепкая, она фабричная ткань. И еще есть у нас вот такой костюм с этого же материала, но более усиленный. Если парням понравится, мы это тоже будем уже шить. Все ведомства в одном месте. Специалисты Якутского семейного МФЦ впервые провели выездную работу в поселке Жатай. Так у местных жителей появилась возможность, не выезжая в город, решить давно волнующие их вопросы. При этом услуги оказались весьма востребованными. О том, какие именно, расскажет Саргалана Неустроева. Вот как работает выездной семейный многофункциональный центр. Человек с запросом, то есть я, подходит к первому специалисту, сотруднику центра, получает консультацию, регистрируется и затем направляется к другому профильному специалисту. Всего на площадке выездного центра объединено около 10 различных ведомств, от представителей фонда защитников Отечества до МВД. Помимо этого, с нами приехала группа психологов. В настоящий момент они ведут индивидуальное консультирование, располагаются в отдельных кабинетах. После обеда наши психологи продолжат работу на базе одного из детских садов и проведут тренинг-семинар для специалистов, работающих с семьями и с детьми, по повышению компетенции. Как сообщают представители центра, выезд в Жатай пробный. Специалисты проверили заинтересованность граждан. Она оказалась достаточно высокой для того, чтобы продолжить выезды и в другие населенные пункты. Для сравнения, семейный МФЦ на 202-м микрорайоне в день обслуживает меньше 5 человек. В Жатае же за несколько часов специалисты помогли 10 гражданам. У меня погиб 4 года назад сын, и по выплатам обратилась. Дали мне полную информацию, я очень довольна. Сотрудник Надежда Степановна все мне объяснила, все рассказала. Я ей очень благодарна. В город мне ехать не надо, все вопросы я решила здесь. При этом некоторые обратившиеся и сами не знали о том, что имеют право на какие-либо льготы. Об этом им сообщили здесь, в центре. Тут же эти льготы оформили быстро и без необходимости подавать различные документы в другие инстанции, как это обычно бывает. Мы сегодня работаем с удаленным рабочим местом, то есть сразу же на месте мы смотрим по нашей базе данных, каким правом, какое он использовал свое право, имеет ли он это право. И на основании этого сразу же на месте можем оказать не только консультативную помощь, но и оказание государственной услуги.
Следующим населенным пунктом в маршруте межведомственной бригады станут Хатасы, а затем, вполне возможно, и близлежащие Улусы. Отметим, центр был открыт в 2023 году, и с тех пор помощь специалистов смогли получить порядка 3000 семей. Из них аж 70% удалось выйти из трудной жизненной ситуации. Сарглана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. В России впервые применили персонализированную РНК-вакцину от рака Нео-Онковак для лечения 60-летнего пациента с меланомой кожи. Препарат, разработанный Национальным медицинским исследовательским центром радиологии, изготавливается индивидуально для каждого больного и обучает иммунную систему распознавать и уничтожать конкретные клетки опухоли. Курс лечения состоит из 10 инъекций и рассматривается как эффективный метод контроля над болезнью при исчерпании стандартных возможностей. В дальнейшем технологию планируют адаптировать для других видов рака, а с этого года включить в такие методы в программу бесплатной медицинской помощи. Кожно-венерологический диспансер в Нерюнгри проходит масштабное обновление. В здании идет капитальный ремонт. Несмотря на строительные работы, медицинское учреждение продолжает оказывать помощь без перерывов. Кожно-венерологический диспансер открыт для жителей 2 районов. Подробности в сюжете Екатерины Павловой. Все ключевые услуги кожно-венерологического диспансера остаются доступными. Специалисты принимают жителей Нерюнгринского и Алданского районов. На базе кожно-венерологического диспансера открыт центр генно-инженерной биологической терапии, где пациенты с тяжелыми формами псориаза, атопического дерматита получают высокотехнологическую медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара. На начало 2025 года лечение получают 25 пациентов. На сегодняшний день таких пациентов 40, из них 3 детей. В поликлинике КВД ведут прием квалифицированные специалисты, взрослые детские дерматологи, врачи-венерологи. За последнее время идет снижение заболеваемости за последние 3 года. И, в принципе, по кварталу прошлого года в сравнении с этим тоже поменьше заболеваний. Выявляются иностранные граждане с заболеваниями сифилис при прохождении осмотра на РВП, разрешение на временное проживание, либо разрешение на работу. Ну и среди наших, естественно, бывает самообращение, случаи выявления разные. Полностью проходят, они сдают обследование на сифилис, ВИЧ, гепатиты. Дополнительно могут еще сдать анализы на скрытые инфекции. В целях снижения заразных кожных заболеваний проводятся медицинские профилактические осмотры в детских садах, общеобразовательных и спортивных школах, а также санитарно-просветительная работа совместно с отделением профилактики. Благодаря системной профилактической работе и доступности медицинской помощи в последние годы отмечается снижение числа запущенных случаев заболеваний, повышение информированности населения о факторах риска. Заразных кожных заболеваний по микроспории у нас было 19, чесотка 1. Само собой это все снижается, в этом году еще выявлено не было. Кроме того, мы ходим по школам, детским садам, обследуем детей на заразные именно кожные заболевания, объясняем им меры профилактики. Когда они приходят к нам, они обследуются. Они или сами обращаются, или кто-то из других врачей к нам направляет. Соответственно, обследуем и, соответственно, лечим их, в том числе в условиях стационара. Реконструкция здания кожно-венерологического диспансера завершится в текущем году. После открытия обновленного здания пациенты получат доступ к еще более качественной медицинской помощи с комфортными условиями. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Более 100 ученых, филологов и педагогов из России, Китая и Монголии собрались на международном форуме, посвященном сохранению языков и культур коренных малочисленных народов Севера. Главными темами обсуждения стали укрепление связи между поколениями, разработка современных учебных материалов и сотрудничество образовательных организаций с наукой и культурой. В течение 2 дней участники форума будут вырабатывать новые методики преподавания и стратегии защиты родных языков как фундамента развития общества. Очень актуальная тема в условиях сейчас влияния больших факторов. И мы считаем, что сохранение языков и культуры коренных народов является важнейшей задачей не только региональных органов власти, но и федеральных структур. И должны быть соответствующие нормативные и правовые акты, соответствующее финансирование, создание необходимой образовательной инфраструктуры для обучения детей на языках коренных народов Севера.
Всероссийский конкурс «Мастер года» стартовал в Якутске. 10 финалистов отборочного этапа соревнуются на региональном уровне. С сегодняшнего дня участники преподаватели СПО проводят специальные лекции для студентов колледжей в рамках конкурсных испытаний. Подробности в сюжете. На отборочном этапе участвовало 31 педагог из 23 колледжей и техникумов республики. Лучшие из них, всего 10 преподавателей, вышли на региональный этап. Конкурс начался с проведения лекций для студентов по геологии, медицине, технологиям и по другим увлекательным темам. Каждый участник продемонстрировал свой уникальный подход к преподаванию своей специальности. Постараюсь им раскрыть, какие вот непосредственно процессы происходят и на поверхности, и внутри земли. То есть и для общего кругозора ребят постарался вложить в это занятие все свои наработки. Также мне помогали мои коллеги, мои методисты. Я более 12 лет проработал в горной промышленности, 10 лет уже являюсь педагогом на данный момент высшей категории. Первые лекции прошли в открытой форме. Яркие презентации, активный диалог и практическая форма обучения, по словам преподавателя, помогают учащимся эффективнее усвоить материал. Мне очень все понравилось, было все понятно. Видно то, что учитель высокого уровня, была хорошая презентация. Также мы поиграли в квиз-игру, отвечали на вопросы. В целом все прошло хорошо. В течение 2 дней участники проводят не только лекции, но и мастер-классы и профориентационные уроки. За работой преподавателей следит команда из 6 экспертов-ученых. Оценивается все от умения проявить творческий подход до способности находить контакт с самими учащимися. На самом деле конкурс «Мастер года», он готовит мастеров своего дела. Это тех людей, которые обладают, с одной стороны, и практическими навыками, и с другой стороны, педагогическими. И это умение зажечь учеников, обучающихся, и объяснить им азы, и дать им вот тот старт профессиональный, который есть. Вот это на самом деле мы смотрим. Финал пройдет уже в октябре, где за звание мастера года поборются лучшие педагоги и мастера профессионального образования со всей страны. Победитель у нас 28 сентября по традиции вылетает на уже российский этап. Это у нас в этом году проходит на родине победителя прошлого года Михаила Иванова, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом году конкурс проводится уже в 6-й раз и проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Диана Антонова, Артемий Наговицын, Якутск. Финальный этап юбилейного 10-го конкурса «Моя профессия IT» продолжается в Якутске. Помимо конкурсной программы проходят образовательные, просветительские и развлекательные мероприятия. Так, в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось долгожданное открытие выставки, посвященной развитию информационных технологий в Якутии. Все подробности далее. IT – история Якутии. От первых машин до цифровой эпохи. Так звучит название выставки, на которой можно наглядно увидеть, как преобразовывалась наша жизнь. Представлены экспонаты, отражающие эволюцию информационных технологий, включая такие устройства, как машины серии «Электроника-60», телеграфный мост Уитсона, радиотелефоны и пейджеры. Телеграф. Конкретно слева у нас аппарат Морзе, тот самый, который передавал точки тире, с помощью которых связывались со времен 19 века. А справа от него телеграфный мост, тот аппарат, который распределял эти сигналы по адресатам. Выставка развернулась в историческом парке «Россия. Моя история» и стала одним из мероприятий фестиваля «Моя профессия IT». Сам фестиваль – это открытая площадка, где школьники, студенты могут пройти собственный путь в цифровую индустрию, вдохновиться историями компаний, разработчиков и наставников. Когда мы только начинали в поисках анимации, учебных заведений вообще не было. То есть мы все были самоучками. Я обучение проходил в Москве, это филиал британской высшей школы. 3 года там обучался по кадровой анимации таких мастодонтов, как Айрон Блэс, который создал «Король Лев», классической анимации. И потом по приезду как раз мне повезло, что в Якутии такой бум начался именно по направлению анимации. И так как я понял то, что по одному людей учить это очень медленно, и начал работать с учебными заведениями.
Ребята пробуют себя в технологиях. Их проводники, наставники и педагоги – представители образовательных учреждений и IT-компаний. Так участники могут найти потенциальное место обучения и увидеть будущее место работы. Меня интересует программирование, создание сайтов. Я просто люблю играть, и поэтому интересно создавать свои игры или что-то свое. Наверное, я бы хотел создать свой сайт для магазина какого-нибудь. Фестивалем программа не ограничивается. В школах, колледжах и вузах республики проходят классные часы, открытые лекции и мастер-классы. Они знакомят молодежь с востребованными цифровыми профессиями, ведь цель мероприятий – разжечь в молодежи интерес к IT, объединить профессионалов и вырастить новое поколение специалистов, которые будут двигать отрасль вперед. Марферина Алексеева, Иван Саркоумов, Якутск. Сегодня, 2 апреля, в честь Дня единения народов России и Беларуси на телебашне Якутска включат праздничную тематическую подсветку с 9 до 11 вечера. Сооружение сначала окрасится в цвета российского триколора, а затем в красный и зеленый цвета флага Беларуси. Как отметили в Мининновации Якутии, акция приурочена к государственному празднику и призвана подчеркнуть дружбу, духовную близость и общую историю двух стран. Иллюминация станет символом единства и уважения к культурным традициям братских народов. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.